Такие мероприятия сотрудники ГИБДД проводят ежегодно, и не только со студентами колледжей, но и со школьниками. В беседе также приняли участие представители Общественного совета Республики Ингушетия, представители Комитета по делам молодежи. После беседы сотрудники ГИБДД совместно со студентами начали акцию под названием «Водитель, пропусти пешехода». Учащиеся колледжа раздают буклеты водителям, таким образом напоминая о необходимости быть внимательнее на дороге. Автомобилисты с большим стажем такие акции всегда поддерживают. ماشي السياق مخاخ سغود عواخد أسبي دي تخش خوش تبقى قمل واحد التنيروفك ليلي جبل ديزل شقدر لا تنيروفك أبغى تخي ديزل أياخته شيء ما ذاك دي الله عادل ربنا تيجي خش آخر ربنا شاد دي تنيروفك تدي أنا تيجي حبار بيد بس ده أقل. В ходе беседы студенты узнали о последствиях несоблюдения правил дорожного движения, о том, какие сложности может вызывать тонировка. Статистика красноречива. Только за последние полгода в республике зарегистрировано 119 ДТП, в результате которых 18 человек погибло и 179 получили ранения разной степени тяжести. Мероприятие было очень полезным для нас всех, для наших подростков на будущее, чтобы знали, как соблюдать правила, не надо быть осторожным на дорогах. Что просто в последнее время много погибает людей. Это одна из больших трагедий. Сегодняшнее мероприятие было достаточно познавательным и не только для меня, для остальных студентов и в общем для всего Национального политехнического колледжа. Цель этого мероприятия – формирование правового сознания и профилактика дорожно-транспортного травматизма. Студентам рассказали о состоянии аварийности на дорогах республики, привели примеры дорожно-транспортных происшествий и что к ним привело. Любая профилактика, ее можно проводить почти каждый день. Почему? Потому что она будет лишней. Мы понимаем, что по статистике и смертность, и летальные исходы, и аварии, которые происходят на дорогах, они не оставляют желать лучшего. Почему? Потому что 27 детей, которые пострадали в ходе аварии, это огромное количество нашей республики. Также 117 аварий, если не ошибаюсь, тоже немалое количество. Большой рост количества раненых у нас связан с тем, что у нас, к сожалению, и водители, и пассажиры транспортных средств игнорируют использование пассивных средств защиты, то есть ремней безопасности. Также родители перевозят детей неправильно, без использования специальных детских удерживающих устройств. Поэтому у нас очень большое количество травмированных. У сотрудников ГИБДД запланирован ряд таких профилактических бесед со студентами и школьниками. Подобные мероприятия проведут и в оздоровительных лагерях в форме различных викторин и акций для лучшего закрепления навыков и правил дорожного движения. Адам Гуражев, Хасан Евлоев, Магаз 24.